Эксперты в этом году прогнозировали сложную навигацию на реках Якутии. Причина – обмеление в верховьях Лены и нехватка дноуглубительной техники. Оправдываются ли прогнозы специалистов, сколько и какие грузы уже завезены и сколько еще предстоит, мы узнаем у Дмитрия Местникова, заместителя председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Дмитрий Афанасьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как проходит в целом завоз жизнеобеспечивающих грузов в Улусы республики в текущем периоде и сколько требуется завести грузов в нынешнюю навигацию? Завоз грузов продолжается в плановом режиме, в графике идем. В целом в республику ежегодно завозится около 3 миллионов тонн различных грузов, из которых чуть меньше половины – это жизнеобеспечивающие грузы. На сегодня при плане 1 245 460 тысяч уже завезено, это порядка 40%. Для перевозки этих объемов предприятиями водного транспорта подготовлены и введены в эксплуатацию около 700 единиц флота и более 70 единиц перегрузочной техники. Какие вы можете подвести итоги первого тура навигации? Неделю-две назад у нас завершилась первый тур, так называемый. Это навигация на быстромелеющих реках Амга и Вилюй. На Амгу 30 тысяч тонн завезено в полном объеме угля. По Вилюю это 118 тысяч, чуть больше завезли в этом году. Около 104%. Это 39 тысяч тонн угля для нужд ГУПа ЖКХ и порядка 32 тысяч тонн нефтепродуктов. И у нас перевыполнение планов произошло из-за перевозки стройматериалов. Упордор Вилюй у нас для строительства мостов и мостовых переходов и дорог перевез в этом году чуть больше запланированных объемов. Имеются ли сложные участки на данном этапе навигации? И расскажите, пожалуйста, каковы прогнозы по уровню воды на реках? Вы отмечали о мелководье на верховьях, да, это было несколько лет назад. Сейчас такой проблемы нет. Уровни воды на верховьях реки Лена стабильные, нормальные. Но вместе с тем, с прошлого года сложная ситуация у нас на реке Яна. Там у нас обмеление происходит, и это связано с небольшим количеством осадков, как и снежных, так и дождей. И по данным гидромета, из архивных данных, в 50-е годы такое происходило и в 80-е, периодичностью 30 лет. И маловодье прогнозируется 10-12 лет, то есть мы с прошлого года, возможно, переходим к маловодному периоду, который продлится до 28-30 годов. В этом случае у нас возрастает роль перевозки автотранспортом в зимний период. Говоря простым языком, это то, что мы не завезли в навигацию, мы обязаны завести уже автотранспортом в зимник. Если говорить по этой зиме, мы перевезли из Нижнеянска и Усть-Куйги более 70 тысяч тонн. Это исторический максимум, то есть ни в советское время, ни в постсоветское таких объемов перевезено не было. Таким образом, обеспеченность Верхоянского района у нас на сегодняшний день до февраля следующего года, то есть до открытия следующего зимника устойчивого. Дмитрий Афанасьевич, а ураганы и ливни на юге Якутии как-то сказываются на уровне воды? Это Иркутск имеете в виду, да? Сейчас в Иркутске там наводнение идет, но это другой водораздел, то есть в другую сторону стекает вода. Но все равно краешком касается, и у нас этот небольшой подъем воды в верховьях реки Лена имеется. То есть имела в виду Ленск и Алекминск. А как проходит подготовка к арктической навигации? Каковы плановые объекты на перевозку по арктическим рекам?
Ну, арктическая навигация у нас в 20-х числах июля начинается. Ну, считается, что 2 месяца она этот проходит, да? То есть август-сентябрь полностью. В этом году объемы тоже порядка, как и в прошлом году, около 400 тысяч тонн. И а подготовка флота идет полным ходом. Регистры, все суда практически приняли, экипажи и состав судов на местах в ожидании арктической навигации. То есть уверенность в том, что все запланированные грузы будут Да, завезены вовремя? Безусловно. Безусловно. Ну вот по Яне у нас сложности есть, как я уже отмечал. Будем смотреть, как сложится эта навигация. А как правительством республики проводится работа по организации и координации завоза жизнеобеспечивающих грузов? Ну, навигация – это вообще непрерывный процесс. В правительстве итоги подводятся в ноябре-декабре ежегодно, да? Затем предприятиями водного транспорта начинается подготовка уже к следующей навигации. А так у нас 2 органа создано. Это правительственная комиссия по перевозке и координации грузов во главе с первым заместителем председателя правительства, и оперативная группа у нас работает в Госкомитете. Ну, все сложные вопросы проблемные в оперативном порядке решаются на этих заседаниях этих комиссий. Кроме того, выездные комиссии бывают, да, в этом году у нас уже 2 таких комиссии выезжало на Яну и в Джибари-Кехая. Дмитрий Афанасьевич, а сколько сейчас привлечено различных структур и общих финансовых ресурсов на столь масштабное мероприятие, как Северный завоз? Ну, на сегодняшний день все договорная кампания практически завершилась. Сейчас вот по арктической навигации идет эта подготовка. Так, в целом, если говорить о финансах, около 17 миллиардов рублей затрачивается, да? Если крупные предприятия приплюсовать, то эта сумма достигает 30 миллиардов. Ну, это собственные средства в основном, кредитные средства под залог имущества предприятий. Если говорить о господдержке, то это бюджетные кредиты, субсидии и госгарантии. Будем надеяться, что навигация пройдет нормально. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам. А я напомню, что это было актуальное интервью, и сегодня мы говорили о навигации на реках республики с Дмитрием Местниковым, заместителем председателя Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. До встречи в эфире.